Икрамидин Назирович, у вас есть вопрос к представителю Верховного суда? Пожалуйста. Микрофон. Микрофон. Да, есть вопросы к вам. Скажите, пожалуйста, вот я когда готовился к процессу там, и так далее, там дела надо было изучать. Верховный суд мне дает, что в Первомайском суде 2 дела в отношении Курманбека Бакиева, где он был осужден. Первомайский суд мне дает только 1 дело. Поэтому я прошу вас разобраться. И я вообще сомневаюсь, что мне правильно дали все эти данные. Потому что я помню, что вроде в Вашет какой-то процесс был с Бакиевым, что-то связано. Но по Ашу мне никто не дает, что там было осуждено. Поэтому надо будет, я вас бы попросил вот это дать задание всем. Икрамидин Назирович. Да. Хорошо, наверное, это не касается Я этого попросил дела, бы да? вас по существу рассматриваемого вопроса. Так, по существу Потом вопрос. давайте Да, тогда после хорошо. процесса Да. поменяем. И по существу вопрос. Как вы считаете, Верховный суд необходимы изменения в законодательстве, которые я прошу, так сказать? Я считаю, что там есть пробелы в законодательстве. Вот по поводу заочного направления дела в суд, например. Как вы считаете, как представитель Верховного суда, требуются такие изменения, нет? Ну, Дополнить, чтобы... по этому поводу, порядок наверное, был решение выведен. будет вынесено сегодня. Но, в свою очередь, хотелось бы отметить, что структура действующего Уголовно-процессуального кодекса, она, если даже, как вы считаете, да, имеют какие-то пробелы, но если системно рассмотреть, как раз-таки частью 6 статьи 296 и как раз-таки вот со статьей 403 законодатель, ну, наше предположение, что законодатель как раз-таки поставил такие условия, чтобы осужденный заочно был заинтересован в явке. То есть, чтобы он своевременно явился в суд и обжаловал, и таким образом доказал свою невиновность. И это не затягивалось на какие-то года, там, то есть какую-то там, чтобы ждать там смену правительства или каких-то режимов. То есть, видимо, оно как раз для такой дисциплины, чтобы скорость, скажем, осуществления правосудия, чтобы она была обеспечена. Вот я так бы обосновала бы. То есть не надо совершенствовать, да, ничего? Здесь ничего менять не надо. Ну, нет дополнять предела не надо. совершенству, но сегодня Верховный будет... суд, вы можете быть инициаторами, так сказать, чтобы законы... Ну, сейчас как раз работает межведомственная рабочая группа. Если у вас предложения есть, вы можете тоже туда обратиться. Будут предложения. Хорошо, спасибо. Хорошо. Есть еще вопросы, нет? Самат Хаштовикович, у вас есть вопросы к представителю Верховного суда? Вопрос. Уважаемые судьи, есть вопросы? Да. Маргарита Насархановна, можете сказать статистику? Включилась? Включилась. Маргарита Насархановна, есть у вас статистика, сколько таких заочных решений или приговоров было принято вообще? Статистика. К сожалению, сейчас у меня нету, но, по-моему, их немного. Немного. Спасибо. Присаживайтесь. Спасибо. Угу.